Добрый день! Мы находимся в лаборатории биохимии кафедры генетики Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахеддина Акмуллы. И сегодня каждый из вас сможет попробовать себя в роли генетика на нашем мастер-классе. Генетика – одна из самых удивительных и быстро развивающихся областей биологической науки. Этот термин знаком каждому, но едва ли вы сможете ответить на вопрос, чем именно занимаются генетики. Все мы понимаем, для чего нужны врачи, учителя или строители. А для чего нужны генетики? В чем именно состоит их область профессиональной деятельности? Давайте разбираться. Генетика – это наука о наследственности и изменчивости живых организмов. Генетики изучают причины и последствия нарушения генетического материала у растений, животных и человека, а также способы их изменить. Генетики прогнозируют возможные патологии у плода во время беременности, а также разрабатывают способы лечения наследственных заболеваний. Генетические исследования необходимы в криминалистике и судебном производстве для идентификации личности. Именно генетики клонировали овечку Долли, создали те самые мифические ГМО, а также разработали ПЦР-тест для диагностики инфекций, в том числе и коронавирусной. В атласе 100 новых профессий генетическому направлению соответствует целых 3. Это генетический консультант, который будет проводить генетический анализ в диагностических центрах, молекулярный диетолог, разрабатывающий индивидуальные диеты на основе данных генетического анализа, и IT-генетик, программирующий геном под заданные параметры. Все эти профессии появятся уже после 2020 года, и перспективы их кажутся весьма впечатляющими. Думаю, вы поняли, что генетик – это не только интересная, но еще и очень перспективная профессия. И чтобы приблизиться к этой профессии и почувствовать себя генетиком уже сегодня, мы подготовили для вас мастер-класс, в ходе которого вы сможете из самых простых ингредиентов в домашних условиях выделить ДНК. ДНК – это дезоксирибонуклеиновая кислота, главная молекула жизни, в которой закодирована наследственная информация каждого организма. И сегодня вы сможете ее увидеть. Давайте начнем. Здравствуйте! Сегодня мы проведем выделение ДНК. Для этого нам понадобится объект, из которого мы будем, собственно, выделять ДНК. У нас это банан. Любое моющее средство, спирт этиловый, пищевая сода, поваренная соль, вода. Этиловый спирт нам нужен определенной температуры, поэтому сейчас мы его поставим в морозильник и достанем перед самым использованием. Для начала нам нужно разрушить клеточные оболочки. Для этого нарежем банан мелкими кусочками. Положим в ступку. И с помощью пестика измельчим до состояния однородной кашицы. Если дома у вас нет пестика и ступки, вы можете использовать блендер. Вот что у вас должно получиться. Далее вливаем немного воды и добавляем поваренную соль и пищевую соду. Перемешиваем до полного растворения. Добавляем кашицу из банана в моющее средство, которое играет роль детергента, растворяющего липиды, содержащиеся в клеточных мембранах. Перемешиваем. Раствор соли и соды играет роль буфера, который поддерживает значение pH в том же состоянии, что и до добавления кислоты. Следующим шагом смешиваем кашицу из банана с детергентом и раствором.
Перемешиваем. Следующим этапом нам нужно разделить нерастворимые осадки от раствора, в котором, собственно, содержится ДНК. Для этого мы используем специальный фильтр. Если у вас дома нет фильтровальной бумаги, вы можете взять марлю или марлевый бинт. Фильтр из фильтровальной бумаги делается следующим образом. Берем чистую посуду, у нас это пробирка. Для удобства можно использовать воронку. Накрываем фильтр и выкладываем получившийся гомогенат на фильтр. Ждем, пока отфильтруется. Фильтрация – процесс долгий, поэтому просим набраться терпения. У нас должен получиться такой экстракт. Теперь нам понадобится спирт, который мы предварительно убрали в морозильник. Ледяной спирт аккуратно по стенке приливаем к получившемуся экстракту. Получилось две фазы. На разделе этих фаз можно увидеть белесое кольцо с пузырьками воздуха. Это и есть ДНК. Лучше всего будет видно на черном фоне. На самом деле это комплекс ДНК с гистоновыми белками. Полная очистка происходит только в лабораторных условиях. Вот у нас и получилось выделить ДНК. Данный опыт вы можете сделать в домашних условиях. Спасибо, что вы были с нами. Надеемся, что генетика заинтересовала вас так же, как и меня.